Коми снижается число заболевших коронавирусом. Об этом говорит официальная статистика. За сутки в регионе плюс 71 случай заболевания. Выздоровел 21 человек. Всего под медицинским наблюдением сейчас 3534 человека. Официально подтверждено 2657 случаев летального исхода у пациентов с COVID-19. Впрочем, как отмечают медики, расслабляться рано. Весь мир охватывает новый штамм – омикрон. А в выходные некоторые телеграм-каналы и СМИ заявили о первом случае заражения им в Коми. Так ли это, выясняла Ольга Коняева. Недавно сказала вам, что заболела коронавирусом, но вношу некоторые поправочки. Я заболела новой формой коронавирусной инфекции, а именно штампом омикрон. Омикрон, да. Телеграм-каналы Коми распространяют информацию, якобы сыктывкарская инстаблогерша заболела новым штаммом коронавируса. Девушка рассказывает, какие ей прописали лекарства, о самочувствии, но уже в следующем сторис пишет, что переехала в Москву и просит представителей Коми не беспокоить вопросами. В нашу республику омикрон не заглядывал, подтверждают эпидемиологи. Более того, штамм Дельта отступает. Дельта-штамм уходит. А тот, который вызывал фактически всю вторую половину 2021 года подъем заболеваемости. Мы подъем на территории республики регистрировали с середины июня. И фактически эти цифры были очень высокими. Да, они были самыми высокими в осенне-зимние месяцы. Но сейчас спад – это одна из причин. Вторая – это все-таки течение самого заболевания и выходные, то есть разобщение сыграло свою роль. А при воздушно-капельных инфекциях роль разобщения значительна. Пик коронавируса в Коми пришелся на ноябрь, максимум 405 случаев в сутки, после чего неохотно, но инфекция отступала. В первый день Нового года в регионе выявили 168 новых больных ковидом. Сегодня уже 71. Это рекордный минимум последних 2 месяцев. Третьи сутки нет летальных случаев. Это временное затишье, говорят эксперты. Медики всей страны готовятся к очередной волне коронавируса. Вспышки новой версии ковида уже зафиксированы в некоторых городах страны. Штамм омикрон отличается более легким течением заболевания, но высокой контагиозностью, а значит, расслабляться рано. В республиканской клинической больнице в самые напряженные месяцы лечили больше 9 сотен ковидных пациентов со всей республики. Сегодня в 4 раза меньше. Но процент тяжелых по-прежнему высокий. Из 200 больных 45 в реанимации. Врачи уже получили новые методические рекомендации по лечению с учетом омикрона. У больницы по-прежнему ковидный профиль. Часть коек законсервировали. Мы отмечаем постепенное снижение. Даже были мысли, что, может быть, это наконец-то кончится. Но, к сожалению, нашим мечтам не суждено пока сбыться. Призываю население Республики Коми и города Сыктывкара соблюдать все меры по профилактике коронавирусной инфекции, носить маски, прививаться и беречь себя всячески. Новый омикрон по заразности сравнивают даже с корью, а потому нагрузка снова ляжет на лечебные учреждения. Кроме того, в регионе продолжает размножаться вирус гриппа, и эпидпорог по ОРВИ превышен. На каникулах к врачам обращались чаще взрослые. Медики призывают ограничить контакты, вызывать врача на дом, использовать все меры защиты, в том числе вакцинацию. Больше 66% жителей Коми привились от коронавируса. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.